Я рада приветствовать всех, кто решил изучать казахский язык вместе с нами. Ученые отмечают, что это один из самых мелодичных языков, и поэтому, занимаясь им, нужно внимательно слушать и слышать разницу в произношении. Казахский язык отличается от русского звуковым строением и законами произношения. Вот с этого мы и начнем. Итак, звуковой строй казахского языка. Прежде всего нам необходимо познакомиться с системой гласных звуков. Их 9. Твердые гласные А, О, О, О. И мягкие Э, Е. Присутствие мягкого или твердого звука в казахском слове определяет его звучание. Вот, например, в словах «даптер», «жете», «өзен» есть только мягкие гласные звуки, поэтому и слова звучат мягко. «Даптер», «жете», «өзен». А в словах «алакан», «сабын», «шаңғы» твердые гласные, поэтому и звучание этих слов твердое. Алакан, сабын, шаңғы. Слова в казахском языке могут быть или твердыми, или мягкими. Пожалуйста, запомните. Хочу обратить ваше внимание и на то, что очень важно правильно произносить специфические звуки в казахском языке. Эн – песня, а ан – зверь. Таң – утро, а тын – ночь. Как вы видите, от произношения зависит смысловое значение слова. И поэтому в конце урока я еще раз хочу напомнить, как звучат гласные звуки казахского языка. Твердые А, О, О, О. И мягкие звуки Э, Е. На сегодня все. Сау болыңыздар!